Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе по борьбе с коронавирусной инфекцией на 15 часов дня 26 апреля. Арсен Сергеевич, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в Якутии? Здравствуйте. Эпидемиологическая ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. И, к огромному сожалению, у нас первая жертва, пациентка, которая 2 недели практически находилась на аппарате искусственной вентиляции, которая имела множество других хронических заболеваний. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким умершей. И, конечно же, мы еще раз призываем в первую очередь все ограничения, установленные, соблюдать и максимально бережно относиться к представителям старшего поколения. К сожалению, вот среди тех больных, которые сегодня у нас есть и люди старше 80 лет, старше 70 лет, и случаи заражения вот именно внутрисемейные. Вот это нас очень тревожит. Состояние 2 больных сегодня у нас тоже тяжелое. Один на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы, конечно, медики делают все, чтобы спасти их жизни, но еще раз говорю, самое лучшее сегодня это как раз предохранять здоровье вот наших родных и близких, представителей старшего поколения, для того, чтобы они вообще не заболели. По городу Якутску у нас ситуация остается непростой. За последние сутки плюс 7 новых случаев, из них 4 случая это медики из офтальмологической больницы. Сейчас устанавливается круг контактов, берутся анализы. Думаем, что в ближайшие дни у нас картина прояснится. Еще раз обращаюсь здесь уже к главным врачам всех наших учреждений здравоохранения о соблюдении всех правил безопасности при работе медицинских учреждений. Ну и, конечно, медики, как те люди, которые находятся на самой передовой, должны максимально, еще раз говорю, и себя предохранять, и вот исключить всяческие контакты, которые могут привести к заражению новой коронавирусной инфекцией. Кроме этого, как мы уже ранее говорили, у нас есть первый заболевший в Хангалатском улусе, он сейчас уже находится на лечении, и прибавился еще один случай по Аймяконскому району. Вот все анализы, которые были обработаны, они показали, что вот пока большого распространения коронавирусной инфекции по Уснере не получила. У нас в общей сложности там сейчас получается 2 заболевших, которые уже на изоляции и проходят курс лечения. Мы уверены, что оперативный штаб на месте возьмет ситуацию под свой контроль. И еще раз, вот в завершение, я еще раз хочу призывать наших граждан все те требования, которые сейчас выдвигаются по вопросам самоограничения, очень серьезно соблюдать. К сожалению, вот мы сейчас видим, что погода потеплела, у нас и на улицах больше людей появляется, на природу очень много людей едут, но при этом, конечно же, надо в первую очередь все, еще раз говорю, меры предосторожности, начиная от детей, заканчивая старшими, всем соблюдать. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией на 15 часов дня 26 апреля. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем эфир Якутии-24 новостями к этому часу. Только что завершился брифинг Айсена Николаева об эпидобстановке в регионе, и вот что сообщил глава. Эпидситуация осложнилась. Айсен Николаев начал брифинг с того, что выразил слова соболезнования по поводу кончины 65-летней пациентки, которая ранее была заражена коронавирусной инфекцией. Напомню, что у нее ситуацию осложняли еще и хронические заболевания и отсутствие одной почки. Также глава сообщил, что всего за минувшие сутки зарегистрировано 7 больных коронавирусной инфекцией. 4 новых случая – это медики офтальмологической больницы. Сейчас идет отработка их контактов. 2 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии в Якутске. Также глава рассказал, что результаты в Аймяконском районе подтвердились.
Инженеры Future Skills НИФУ передали пробную партию масок и респираторов клинике Северо-Восточного федерального университета. Заказы на маски и респираторы также поступили из оперативного штаба Горного, Хангаласского районов и Республиканской больницы номер 2. Future Skills НИФУ будет обеспечивать средствами защиты не только врачей и медицинских сестер клиники СВФУ, но и ординаторов, а также студентов, помогающих им в работе. Защита изготавливается на собственные средства инженеров центра, а поставляется в учреждение бесплатно. За 5 дней затрачено более 1000 метров пластика, изготовлено 130 защитных масок, 24 респиратора и защитные экраны, а также проведен ряд испытаний. В ближайшее время центр постарается наладить бесплатные поставки и экипировать как можно больше районных специалистов. Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян. По данным Федеральной службы государственной статистики, за январь-март 2020 года они сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. При этом индекс цен, напротив, показал рост почти на 2,5%. В него входят продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Между тем, среднедушевые доходы населения за указанный период составил 31 200 рублей. Ощутимый удар пандемия нанесла по туристическому бизнесу. Это почувствовал на себе и Хангаласский район Якутии. Наш корреспондент Виолетта Засимова узнала, чем местные туробъекты живут сегодня. В середине марта все туробъекты на территории республики были вынуждены приостановить свою деятельность из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В самый разгар зимне-весеннего туристического сезона. Обычно в это время жители города Якутска и близлежащих улусов, обласканные весенним солнцем, устремляются на выходные в Хангаласский улус, где им предлагают сразу несколько вариантов отдыха на свежем воздухе. Особой популярностью у туристов пользуются зимние ленские столбы. Нынче зимний туристический сезон в парке стартовал в начале февраля, но последний зимний месяц выдался довольно холодным и туристов было немного. Вся надежда была на март, но, к сожалению, 16 марта парку пришлось закрыться. Парк потерял ориентировочно 3 миллиона рублей внебюджетных поступлений от туристической деятельности, которые бы пошли на премирование сотрудников и развитие инфраструктуры. Не менее миллиона рублей составил убыток директора туристическо-развлекательного комплекса «Актем-парк» Анатолия Прокопьева. Ежегодно весной он вкладывается в обустройство ледового городка, нанимает временных работников и проводит мероприятия для привлечения посетителей. В этом году комплекс проработал всего месяц. Но Анатолий Прокопьев не унывает и уверяет, что нынешняя ситуация показала, что необходимо развиваться и уходить от сезонного бизнеса к круглогодичному. Следующая категория туробъектов улуса – базы отдыха, которые предлагают в однодневную аренду домики, место для шашлыков и так далее. Последние годы их становится все больше, особенно в южных наслегах улуса. Мы связались с директором турбазы «Еланка», которая расположена недалеко от села Улаханан, и узнали, как коронавирус отразился на ее бизнесе. Наша турбаза работает с 2012 года. С мая уже у нас открытие сезона. В это время мы принимали школьников. Поток туристов много было. Сейчас в связи с коронавирусом у нас все приостановлено. На зимние домики я еще взяла кредит. Сейчас не знаю, как ее платить. Связанные с эпидемией ограничения ударили по множеству предприятий, прежде всего малых и средних. Правительством Российской Федерации еще 3 апреля был утвержден перечень наиболее пострадавших отраслей, нуждающихся в особой поддержке государства. В этот перечень вошел и туризм. На днях был представлен план преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции, ознакомиться с которым можно на сайте stopcoronavirus.rf. На 30 слайдах прописаны основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. К другим темам. Ледоход на реке Лени находится в 200 километрах от границы с Якутией. Согласно сводкам Иркутского МЧС, Хромка сейчас находится на территории Киринского района области, в 1 километре ниже населенного пункта Коршунова. До границы с республикой осталось всего 226 километров. Динамика движения 76 километров за сутки. Первыми ледоход встретят в Западной Якутии. Насколько ленские службы готовы к весеннему половодью и на какие сроки ориентируются? Сюжет Олеси Васевой.
Спускаться к реке сейчас строго запрещено. За соблюдением правил безопасности следят сотрудники ГИБДД, ГИМСа и административной комиссии. Ледовая переправа Ленск-Витим-Пеледуй, как и остальные по району, закрыта с 13 апреля. И мы работаем не только, в общем-то, на месте по реке Лена, но и работаем с главами, работаем с населением. Практика показывает, что за период март-апрель нашей работы, а сегодня уже с понедельника 6-й этап начался работы в данном направлении. И в этом направлении, в общем-то, происшествий не произошло. Желающих воспользоваться переправой уже нет. Пугает штраф. Для физических лиц он от 3 до 5 тысяч рублей. Да и невооруженным взглядом видно – рискованно. Вода постепенно выходит на лед. Скрытую опасность представляют малые реки, впадающие в основное русло. Но это не останавливает тех, кто катается по пляжу для развлечения. Мы видим, что у нас речка Мухтвыка наполняется водой. Проезд на пляж уже небезопасен, но тем не менее некоторые люди пытаются туда проехать. Просим воздержаться от этих опасных переездов. Притягивает река Ленчаны во время ледохода, а ждут его в районе через неделю-полторы. Река уже прошла в Усть-Куте. 3-4 мая прогнозируют начало ледохода в поселках Витим и Пеледуй. В Ленске река пойдет к 8 мая. Но специалисты не исключают сдвигов в более раннюю сторону. Прогноз прохождения паводка в Ленском районе спокойный. Комиссия по чрезвычайным ситуациям района держит связь с республиканским центром. По Ленскому району неблагоприятных явлений прогнозов вообще не ожидается. Снегозапас в Иркутской области хороший. У нас тоже снега достаточно. Уровни льда, толщина льда меньше средних многолетних значений, поэтому никаких опасений по Ленскому, по крайней мере, району не звучало. Оперативная группа, которая будет отслеживать прохождение ледохода на Лене, прибудет в Ленск 26 апреля и пробудет здесь, пока лед не покинет территорию района. Олеся Васева, Олег Соснин, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». Онлайн-уроки гражданственности ко Дню Республики пройдут в Якутии. Тематические онлайн-мероприятия организуют во всех районных образовательных учреждениях. Туда войдут тематические уроки, классные часы, конкурсы, викторины ко Дню Республики для школьников и студентов. Организаторами выступили Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» и Институт развития профессионального образования. Мероприятия направлены на патриотическое воспитание детей и молодежи, а также на формирование уважительного отношения к прошлому, традициям страны и республики. Якутский язык появился в сервисе Яндекс.Переводчик. Перевод можно осуществить в обе стороны, то есть с якутского на другой язык и обратно. Запустить функцию команде Яндекса помогли энтузиасты, которые собрали около 50 тысяч фраз и их переводы на русский язык. По словам специалистов, идея создания такой функции возникла еще в 2017 году. Для того, чтобы нейросеть научилась составлять грамотные предложения, специалисты использовали большие корпуса русских текстов и методику обратного перевода. Сервис доступен на сайте, а также в мобильном приложении. Вырастить виноград в приполярном городе, сплести стальные кружева на окнах, украсить центральную площадь сказочными скульптурами и даже выковать символ вечной любви. Александр Павловцев – кузнец ручной ковки. Всю жизнь посвятил любимому делу, трудится он в Удачнинском ГОКе. И на сегодняшний день он единственный там специалист кузнечного дела. Наша коллега Ирина Балкова познакомилась с Александром и его ремеслом. Черноморское побережье он предпочитает северным рекам, а комфортные гостиничные номера, туристической палатки, песням под гитару у костра и рыбалке. Александр Павловцев – кузнец по профессии и по призванию. Говорит, заморские страны не для него. Свой отпуск проводит вдали от цивилизации, в самых отдаленных уголках родного севера. Я сын мой и товарищ мой Василий Иванович Иванов. Ну, мы сплавлялись. Мы отдыхаем, берем отпуск, отдыхаем, там, рыбачим, уху варим. Несколько лет назад, сплавляясь по реке Уйгулдах, увидел на берегу заброшенную часовню. На одном из деревянных брусков высеченные цифры 1906 год. Сохранилось что-то похожее на загон для скота и кладбище. Тут же Александр принял решение: часовню необходимо восстановить. Благодаря поступкам этих людей остается наследие нашей истории, чтобы будущие поколения могли знать, что было раньше, как люди жили, чем жили и для чего жили.
Спустя год на место завезли материалы и купол для часовни. Его Александр изготовил сам. Интересен тот факт, что сама постройка была сделана без единого гвоздя. Остаток материала, там, значит, профлист на крышу, там доски тоже. Это мы все, значит, купол, это все сплавом. Сплавом ушли туда, вот, добирались мы больше 3 суток. Вот. Ну, река сложная тем, что очень много перекатов, значит, все это приходилось на руках перетаскивать. Это же брали и генератор, и горючее, бензин, вот. Ну, большой объем. Людей много, продуктов много пришлось брать. Вот. Но тем не менее добрались. Вот. И в течение, значит, 1,5 недели устроили стоянку там. В течение 1,5 недели мы все это дело восстановили. Общими усилиями объект восстановили. Сегодня любой странствующий может зайти в часовню, поставить свечку в память о тех, кто здесь когда-то жил, и оставить запись в книге. А Александр тем временем продолжает свое любимое кузнечное дело по сей день. Вот только передать свои навыки пока некому. Говорит, молодежь уже не хочет постигать древнее ремесло. Тяжелый физический труд выдержит не каждый. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». На этом выпуск подошел к концу. До встречи в следующем часе.